поехать. Вот, кстати, да, Черепчинский музей. Поворачиваем, паркуемся здесь, возле входа. Так, так. Так, вот встанем. У нас парковочка. Бомс. Еха! Мы приехали, друзья. Мы в Черепчинском музее. Историко-этнографический. Истории и этнографии, точнее, если быть. Ну что ж, проходим. Наконец-то мы до вас добрались. После стольких километров испытаний мы до вас добрались. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Это Богдан, наш юный исследователь музеев. Для посетителей мы сразу знакомим с нашим девизом Черепчинского улуса, нашими гербами наших наследников, с картой Черепчинского улуса. А потом уже заходим в зал этнографии и потом уже по очереди зал природы. Здесь мы обязательно рассказываем, как наши депутаты приняли герб улуса и почему именно, допустим, на снежных гербах изображены те или иные животные, те или иные знаки. Допустим, жаворонок в лагарском наследии. Угу. Почему специально нарисовали, приняли жаворонка, да? Потому что лагарский наслед известен тем, что там родилась первая оперная певица из народа Саха Анастасия Лыткина. О. Допустим, Балугурский наслед, Мандагай, село Мандагай. Здесь изображена лошадь. Почему? Именно в Балугурском наследии в селе Мандагай родился первый из народа Саха герой соцтруда Константин Роман Иннокентьевич. Он коневод. Эта карта создана до войны. Специально создали почтовые адреса, а сейчас уже наслега имеет другое название. Допустим, Маралая. Это довольно довоенное название наслега, а сейчас оно Могудай называется. Допустим, Карбала-1. Сейчас мы называем Хатылы. Карбала-2 это Болтоно. Далее заходим сюда. Сразу же мы посетителей знакомим с Андреем Андреевичем Савиным. Это основатель нашего музея, выдающийся этнограф, фольклорист. Он был соратником Платона Алексеевича Юнского и Гаврила Ксенофонтов. И поэтому был как бы немилости у властей. Потому что друг, в то время считалось, что он друг, соратник врагов народа. Поэтому его работы не выпускали, не печатали. Но спустя годы усилиями ученых Института гуманитарных исследований, допустим, доктор исторических наук Екатерина Назаровна Романова в 2005 году инициировала издание книги «Пища якутов для развития земледелия» монографии Андрея Андреевича Савина. Очень интересная книга. Мы до сих пор считали, что мы, якуты, обязательно у нас должно быть мясо. Мясо, да, конечно. Преобладание мяса. Да. Но не тут-то было. Здесь, оказывается, у нас самое большое кисломолочка. Ага, на первом месте. И растительное. Дикоросы и растительная пища. Видите, как неожиданный поворот, да? Ну, где-то, если мы, допустим, сейчас... Средняя семья съедает одного же ребенка и одну корову, да, за год. А там, оказывается, средняя семья, человек 5, где-то 150 килограммов мяса. Ну, буквально там четвертинка туши, половинка, примерно половинка туши получается. Вот это да. Вот он специально это расписал, и это уже интересный факт. Конечно, да. Его работа тоже «Гончарное ремесло якутов» вышла в 2021 году. Его даже перевели на английский язык в Америке. Ого. В научном издательстве города Вашингтон и напечатали под отдельной книгой. В этом году мы планируем выпустить его книгу-монографию «Народная ветеринария якутов». Ничего себе. Здесь у нас интерактив есть как раз. Богдан. Стань сюда, Богдан. Твоя задача сейчас это использовать. Так, это пшеница, выращенная в Черепчинских лугах. Засыпаем и крутим. Это жернова. Сорнатас называется. Якутские жернова. Видите, как
Пошла мука. Ага, давай, крути. Именно, сколько тебе лет сейчас? 13. Вот именно такие 13-летние подростки, все с утра до вечера мололи муку. О, идет мука. Вот смотрите, видите? да, А, уже вот сыпется мука. Вот она, да. настоящая мука, О, то есть молодец. он перемолол. Уже пол лепешки Ура! перемолол. Ага. Кузнецы и мастера стоят выше шаманов, потому что они имеют тоже большую мистическую силу. Богдан. Это вот молодежь Чурапчинского улуса. Фотографию сделал Владимир Ильич Ехельсон, ученый, который провел экспедицию по северным районам России. Он прибыл в Чурапчу в 1902 году, ровно 5 мая. Ух ты, интерактив. Это минералы из Якутии, со всей Якутии. Здесь очень интересно, вот, допустим, горный хрусталь. Здесь вот ребята сразу обращают внимание на это. Это золото дураков с краплениями иприта. Но я считаю, что это осколок яйца динозавра. Тоже ракушка, видишь? Ракушка. Расставим. Эти ребята тут начинают работать как Археологи. палеонтологи. Да. Этих животных мы изучаем, тут якутский язык. Допустим, спрашиваем, что это. Лебедь говорят. А по-якутски, вот не знает человек. Куба. Ага. Вот чирок, свистунок, чеккамай. Это вот косуля. Туртас. Вот, не Это знаю, вот да, кабарга. подрастающее поколение. Как называется? Очень якутский такой кенгуру. Это люстра магическая. Можете здесь загадать желание, и оно обязательно исполнится. Здесь вот вы можете видеть справку первого врача из народа Саха, Сокольника Прокопия Нестеровича. Видите, какой у него почерк хороший. Здесь врачи приходят, я им показываю. Видите, какой, они говорят, не, мы пишем на компьютере сразу. Вот оружие, Ощутить вес. оружие победы наших красноармейцев во время Великой Отечественной войны. Это вот наши чурапчинцы. Они первые из народа Саха. Допустим, вот первая из народа Саха балерина Посельская. Это вот первая из народа Саха оперная певица Лыткина. Первый военная летчица Вера Кирилловна Захарова. Первый герой труда, соцтруда Константинов. Фух. Вот и закат. На закатном солнышке покидаем Чурапчинский гостеприимный музей. Сейчас мы отснимем еще один интересный объект, старинную церковь, которая находится неподалеку от музея. Чурапча стоит на 9 холмах. Один из таких выдающихся холмов – это вот здесь. Вот как раз мы на него сейчас и забираемся. Холм называется Тангара Детин Томторо или Санка Томторо. Церковь Спас Попечителя построена в 1899 году. А до этого в 1848 году была построена Вознесенская церковь. Она стояла где-то вот здесь. Неподалеку. Оно было маленькое, но обветшало, поэтому было решение построить новое такое вот здание. Сейчас она на реконструкции находится, да? Или действующая в данный момент? Долгострой. Реконструкция началась бойко, но остановилась. Строительством занимались якутские наши чурапчинские мастера. Из каждого наслега по одному мастеру собралось и построили где-то 4 года. Ну вот, побывали в одном из основных таких холмов
наши Всего Чурапчи. их 7. 8, Так, 9, 9. 9 Как в Москве. Мгм. Чурапчи же называют второй Москвой. Второй Москвой, Да. да. Или деревянной Москвой называют. Кстати, да. Друзья, тут нету дизельного топлива. Они не заправляют, но сейчас, возможно, получится договориться. Есть какой-то резервный запас дизельного топлива. Сейчас согласуют с руководством. И, может быть, нам удастся купить его из тары. Потому что до самого Якутска, до Нижнего Бестяха дизельного топлива просто нет. Отгонимся. Вот он, бензиновый кризис. В всей красе. Сейчас тогда ждать только, да? Сейчас он, да, попробует связаться с начальством. Может быть, нам удастся купить 20 литров, и это позволит нам доехать в целом до Музея Дружбы. В Агаратахе, по-моему, была заправка. Возможно, есть там. Сейчас у нас примерно 20 литров. Это, ну, может быть, 150 километров примерно. Пойдем уточнять. Сложная схема. Спасло то, что сам мужик-заправщик, он путешественник. И он лояльно относится к путешественникам, к таким, как мы. Сейчас он позвонил руководству. И руководство дало добро на продажу нам дизельного топлива. Уже оплатил, и сейчас осталось дождаться, пока нам запустят налив. Вот мы видим, как побежали волшебные цифры. Кстати, хочу сказать, 94,50 это в целом неплохая цена на сегодня на дизельное топливо. На многих заправках в Якутске стоит дизель уже 115 рублей, в городе он стоит 98 рублей. Конечно же, всегда есть какие-то опасения по качеству соляры, но так как здесь федеральная трасса, заправляются дальнобойщики, какие-то машины, которые едут далеко на современных моторах, я думаю, что должно быть хорошо. Мы заправили 30 литров, перемешавшись с нашими остатками, это будет суммарно чуть больше половины бака. Должны доехать, старушка не подведет, тем более старые моторы, старые топливные фильтры. Они должны быть к таким вещам подготовленные. Так. Где еще такие закаты увидите? Да, еще и такая прямая дорога. Прекрасное завершение дня, я считаю. Ну, конечно, он еще не полностью завершился. Нам еще нужно сейчас поужинать горяченькой пищей. Это будет в Тенгелю. И дальше добраться до Сотенцев, до Музея Дружбы. Но так как мы снимать сегодня там не будем, уже поздно, то мы можем просто не спешить ехать, ну, можно сказать, в свое удовольствие, отдыхая вот от этой суровой дороги, которая ведет к Чемпиону. Сейчас мы, кстати, едем, наслаждаемся асфальтом. Да, здесь есть какие-то элементы поврежденного асфальта, ремонт идет, вот, например, здесь. А тут слышно? В Тенгелю заскочили в первую кафешку. Здесь, насколько вы знаете, в Тенгелю просто невероятное количество кафешек. А вообще хочу сказать, что плотно покушать, взять с собой выпечку удобнее всего будет в Тенгелю, если вы едете из Якутска по маршруту Серебряного кольца. Это 80 километров от Якутска. Если вы выехали рано утром, можно здесь дозавтракать или пообедать, взять с собой пирожки, беляши. А также на обратном пути перед Якутском еще 80 километров до Бестяха, плюс переправа. Если вы хотите попасть домой, то здесь лучше плотненько перекусить и спокойно потом уже ехав в ночь. По опыту сегодняшнего дня очень сложно найти хорошие закусочные заведения общепита в Чурапче. В Черкёхе их просто нет, поэтому Тенгелю на вашем маршруте будет прекрасным поводом подзаправиться, купить что-то вкусненькое с собой в дорогу и двинуть дальше. А мы сейчас едем в Сотенцы, так называемый Музей Дружба. Проложили дорогу через лес. Не знаю, насколько это все будет выглядеть хорошо, но думаю, что прорвемся. 2 часа показывает примерно маршрут, я думаю, плюс-минус. И
Завтра в час ночи мы будем на месте. Доброе сотенское утро, друзья! Мы находимся в музее «Дружба». Вчера вечером не получилось записать финальный ролик, потому что приехали мы очень поздно, было уже темно, прохладно достаточно и хотелось поскорее приехать. За один день 3 музея — это, конечно, очень сложно, но когда вы поедете по маршруту Северное кольцо, думаю, что 1-2 музеев в день достаточно, тем более по условиям проекта, чтобы посетить все музеи, зачекиниться и отправить фотки для заявления на значок и удостоверение. Не обязательно это делать быстро. Переночевали в прекрасных условиях. Здесь на территории очень богатая инфраструктура. И это ведь туристическое место, о котором знают многие. Зимой сюда приезжают покататься на горках, устраивать корпоративы. Летом здесь тоже очень много всего интересного. Можно подняться на сопку. И самое важное, на территории музея есть кафе и есть что-то типа гостевого дома. Сейчас он просто был закрыт, и нам разрешили здесь переночевать. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Здравствуйте, меня зовут Марк. Это Богдан, наш юный исследователь. И Марк сейчас расскажет нам про конкретно дом купца Басова немножечко и в целом по музею. Наш первый объект называется дом купца Басова. Это копия. А оригинал был построен в конце 19 века в городе Якутске, в центре, за 4-м магазином. Пройдемте, пожалуйста. Давайте посмотрим. Наша первая выставка посвящена политическим ссыльным и с этой стороны землепроходцам. И наш музей стоит здесь не просто так, а музей стоит на исторической местности. Именно здесь был основан первый Ленский острог на правом берегу реки Лена. Наша вторая выставка посвящена купцам. Как видите, они разделены на гильдии, на первую гильдию и вторую гильдию. Ну, конечно, смотрели на красоту женщины, но больше ценилась ее выносливость, здоровье и сила. Но наши предки больше ценили серебро, чем золото. А золото они называли человеческой слезой. Новорожденный детеныш и белого, и бурого медведя, да, а бывает меньше новорожденного человека. Где-то 800 грамм весят, и вот вырастает до таких объемов. размеров. И в кафе у нас тоже работает. Некоторые посетители приезжают со своей едой, да. Они ранее договаривают об этом, договариваются с администратором нашего музея, а некоторые уже заказывают. В летнее время наши гостиницы работают. В один день мы можем принять около 70 людей. Они могут переночевать. Получается, огромной группой это можно сделать корпоративный выезд, это можно учеников собрать, например, да, на выпускной или какую-то... Наш музей «Дружба» был основан в 1987 году, получается, 39 лет назад. Основателем нашего музея является Дмитрий Кононович Сивцев, Сорун Омалбан. И помимо него еще числится 2 основателя. Это первый директор нашего музея Раиса Рясовна Кулаковская, внучка основоположника нашей якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского, Эксюкюлях Алексей. И в основном она находила бригады работников, материалы. А третьим основателем считается Степан Гаврилевич Охлопков. Это муж Раисы Рясовны Кулаковской, нашего первого директора. Изначально в 80-е годы территория музея принадлежала
советскому хозяйству совхоз «Лена». И Степан Гаврилевич в те времена работал директором совхоза, и он помог с документацией, и земли совхоза уже пришли в музей, и он тоже считается одним из основателей этого музея. И втроем они одной командой, как одна рука об руку, поддерживая друг друга, создали этот прекрасный музей. А вот это объект, копия Спасо-Зашиверской церкви. Да? Об этой церкви более подробно внутри. Да, давайте церкви. пойдем, потому что это уникальный действительно объект и смотрится прямо вот он. Основное, по-моему, архитектурное притяжение музея это Зашиверская церковь. Да, да, мне на кажется. нашей эмблеме тоже вот. Да. Именно, Какая площадь у территории музея? больше 1000 га получается. Вот верхняя терраса Тоже относится к тоже музею? относится к музею. То есть посетители могут, в принципе, подняться, там вот лесенка, да, есть, если я не ошибаюсь, Да. подняться на сопку, и оттуда вообще вся панорама музея. Да. А я знаю, что и в зимнее время тоже высокая посещаемость. В зимнее время вот какие-то мероприятия проводятся, особые развлечения. Много ли людей вообще приезжает зимой? Наверное, кстати, зимой больше, чем летом, да, потому что доступнее по ледовой переправе. Вот как по вашей статистике, когда лучше приехать? Скорее весенний сезон, да? Весенний, Да, наш март еще, да, например? Наш весенний сезон начинается вот с марта месяца. А зимой мы, вот мужской коллектив, из протоки реки вытаскиваем лед Да, и нужно собственноручно готовить. делаем вот ледяные горки. Ледяные Ваши. горки в январе месяце, получается. И уже с середины, с конца февраля уже потихоньку начинаем работать. И да, вы правы, основная масса посетителей музея приезжает именно в весеннее время. Помимо вот горок, весной есть аттракционы, катание на буране, на квадроциклах, на лошадях. Бывают большие мероприятия, республиканские конкурсы, например, Хар-Хар-Барахсан, зимние игры на снегу Класс. республиканского уровня тоже. Школьники соревнуются между собой. Что ж, мы подошли вот, собственно, к объекту. Давайте в него зайдем, потому что это очень знаковое место, и послушаем, что же он из себя представляет. Как говорил ранее, это копия Спасо-Зашиверской церкви. Получается, вот копия была построена в 1988 году, а оригинал в 1700 году на территории города Зашиверска, нынешнего Момского улуса. К сожалению, этот город породила черная оспа, эпидемия, и основная часть населения погибла, некоторые погибли, некоторые сбежали, и после этого вот весь город сожгли. И осталась единственная церковь уцелевшая. И считается единственной шатровой церковью в Сибири. Всем привет из дружбы! Здесь прекрасный вид. Я думаю, что ради одного вида стоит сюда приехать, полюбоваться, отдохнуть, послушать интересные истории, исторические факты. Здесь просто круто, реально. И звук колоколов распространяется на всю территорию музея. Я уверен, что его слышно даже на сопке. Может быть, даже в районе реки, может быть, даже за рекой, если в тихий безветренный вечер, например. И что самое интересное, здесь прекрасно как летом, так и зимой. Отправляемся на следующий объект, это Балаган. Мы даже видим отсюда, как там дым вьется над трубой, его затопили, и сейчас мы посмотрим, как он
снаружи, вблизи смотрится. И, конечно же, обязательно в него войдем. И то за 2-3 часа даже все не передать. Это надо полдня, наверное, закладывать. Ну, стараемся хотя бы самые какие-то основные моменты показать. Музейная собака. Музейная собака. Тоже работник нештатный. Собака-охраняка. Да. Ну вот, собственно, классический балаган. Это зимнее жилище. Вот. Ох, как тут прохладно, и как здорово, и какой аромат. Наш третий объект якутский балаган. Но лично для меня один из моих любимых объектов на территории этого музея, так как он является оригинальным зданием. Балаган был построен более 200 лет назад в местности Чомчагой, и по словам нашего основателя Суруна Моллана, он много путешествовал по территории нашей республики, и по его словам, он нигде не видел такой огромный балаган. Это да, размеры просто поражают, действительно. Ему понравился этот балаган, и этот балаган перевезли сюда. 80% нашего здания это вот оригинальные материалы, и только 20% отреставрировано. И открывали дверцу в коровник, да, в хотон, И получается. тепло оттуда шло. И тепло коров оттуда шло. И тепло 10 коров приравнивали к теплоте одной печки. Ничего получается. себе. Конечно же, происходит все гораздо проще. Начинают с одной палочки, потому что нужно поймать одну, потом... Вот, это вот на самом деле очень сложно, потому что даже 2-3 палочки, их поймать... И здесь еще должна быть расстояние не менее 10 сантиметров. Вот видите, даже уже 2 проблематично. Вот таким образом. И потихоньку добавляются палочки, пока не будет получаться, пока вот игрок не сможет все палочки поймать. Вот примерно так. Ну вот Богдан у нас уже видно, что занимался этим и примерно понимает, как это делается. Ну вот, да, сложно, очень сложно на самом деле. Так, идем в Урасу. Рядышком с балаганом находится Ураса, буквально вот напротив. Здесь прямо вот такой лагерь, можно сказать, город. И если это зимнее жилище, то это, соответственно, летнее, берестяное. То есть это кора березы из бересты. Она воссоздана, это не оригинальная, но весь антураж сохранен. Давайте посмотрим, как выглядит летнее жилище внутри. Заходим. Ого. А вот это вот летнее жилище наших предков Ураса. Могол Ураса называется, ну, большая, огромная Ураса переводится как. Гость заходит сюда, он обращает внимание на этот знак. Да? Этот знак означает, в нашем случае, чем занимается хозяин данной Урасы, сколько у него коров. Да? Один такой знак приравнивается к 10 коровам. А вот это тоже спальня для девочки, сделанная из тоже березовой бересты. И вот украшали такими, как колокольчиками, да? И когда открываешь, закрываешь, шумит. Они звенели. Да? Они звенят. И, ну, в нынешнее время это называется сигнализация. Да, звуковой сигнал какой-то. И вот вокруг Урасы 12 столбов, потому что в году 12 месяцев. А вот эта стрела, смотрящая вниз, это означает, что мы, якутский народ, не воинственный народ. Ну, у нас, грубо говоря, не было времени воевать. Да, не до этого было. Не до этого было. Ну что ж, вот мы и покидаем грандиознейший, знаменитый музей «Дружба». Богдан, скажи, что тебе больше всего здесь запомнилось, что понравилось в этом музее? Церковь, вот такие вот, ну, такие куполические дома. Да, Ураса, которая Ураса из бересты сделана. Угу. Нам появилась возможность попасть внутрь, да, мы посмотрели с тобой, что там внутри происходит, там все рассказали очень подробно. Вернешься сюда, посоветуешь своим друзьям, одноклассникам приехать? Да.
А хотел бы ты зимой сюда попасть? Мгм. А был здесь когда-нибудь до этого или первый Нет. раз? Первый раз. Вот, представляете, первый раз и куча впечатлений. Я думаю, что многие еще здесь не бывали, и это отличный повод собраться с семьей, с друзьями, с детьми и посетить музей «Дружба» в Сотенце. Да, Вагис иногда показывает прекрасные лесные дороги. Вот здесь, например, если бы мы были сейчас на чем-нибудь более легковом, возможно, уже были бы проблемы, но сейчас у нас есть возможность насладиться тишиной, потому что трактор впереди, даже тракторы здесь не ездят, вот, а мы тут стоп, едем и крадемся скорее. Ну вот выходим теперь на дорогу, на более проездную, проселочную, которая ведет нас в поселок. Вот мы и добрались до парома. Интересная особенность, как уровень воды в реке небольшой, мелеет, и теперь паромная переправа. Паром прибывает и отправляется не с Агротаха, с Сотенцев, а чуть дальше, с маяка. Это достаточно большое расстояние, и если рассчитываете, что успеете на паром с музея Дружбы за 10-20 минут долететь, 12 километров до Сотенцев, напоминаю, до Агротаха, это не так. Сюда нужно добираться практически час. Дорога не очень хорошая, но это единственный вариант, потому что паром может причалить только сюда. Отсюда до Нижнего Бестяха ехать не совсем целесообразно, потому что часть пути пройдет по проселочной гравийной дороге со стиральной доской. Да, потом можно выйти на трассу в районе Тингюлю, а это еще 80 почти километров до Бестяха, 70 до Бестяха. Поэтому сейчас мы стоим в очереди на паром, который привезет нас в Кангаласы. Надеюсь, что поместимся. Машин здесь достаточно много, но я думаю, порядка 12-15 машин он вмещает. Всем привет из Покровска. Мы находимся в пятой точке нашего приключения, в пятом музее, входящем в Серебряное кольцо Якутии. Это Покровский краеведческий музей имени Ксенофонтова. Добрались сегодня с того берега, переправились через Кангаласы, и вот спустя несколько часов мы в Покровске. Давайте же посмотрим, что ждет посетителей в этом замечательном Покровском музее. Да, дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, наконец-то мы до вас и добрались. Вы приехали в Хангаласский краеведческий музей имени Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Здесь в нашем музее у нас два филиала. Это основное Так. здание. За рекой напротив это на долине Самартай второй филиал. Это да. И здесь помимо нашего основного музея рядом есть дом-музей федерального вот значения Серго Орджоникидзе. Наш носит имя знаменитого ученого Хангаласа Гаврила Васильевича Ксенофонтова. История этой семьи, его работы имеют у нас отражение тоже в этом музее. Что вот может быть такое, что заинтересовало бы школьника такого возраста? Вот прямо он подошел и такой сказал «Вау!» с открытым ртом замер. Вот как вы считаете? Вау, что конечно, вот начало. Это начало об экологической школе, период палеонто, кембрийский период. Это все у нас можно увидеть. Здесь можно картинка визуальная. Здесь можно на доске виртуально посмотреть. Здесь на всех наших каменных экспонатах реально можно посмотреть все, что было на нашей земле тысячелетия назад, вплоть до настоящих трилобитов на камне отпечатанных. Что же семья Ксенофонтовых? Думаю, да. Да. Обязательно. Воспитание в этой семье. Какая роль отводилась мальчикам? Ведь в этой семье
родилось 18 детей. Ого. В живых осталось 9. Старший из них – один из знаменитых ученых Гаврил Васильевич Ксенофонтов. Да, 6 сыновей, которым отец давал обязательно образование. Они учились в Иркутске, в Москве, Красноярске. И, соответственно, образование для юношей – это была у него приоритетной задачей. Наш Хангаласский район – это маленькая Якутия. Хотите ледники? Булус у нас есть, все собрано. Хотите пески, тукуланы есть. Хотите поющие столбы ленские есть. Хотите бизонарий? Пожалуйста. Вот эта река Ботума, это захоронение лошади на территории Хангаласского улуса, который нашли. Ну и раньше воина хоронили вместе с его с лошадью. Вот, да. Это 3 век до нашей эры. Ага. Одно из древних захоронений по всей Сибири и Дальнему Востоку считается, да. Юноша 22 года. Ну и, конечно, наш улус славится это писаницами. Да. На Ленских, на Синских, вдоль реки Ленина, вдоль реки Сини. Здесь есть реликтовые камни. Его нашли в местности Кулаты. Вот приходят сюда просить ребенка. Полимерные игрушки выставляли. Ямщицкая культура, история. Начиная с эпохи Дыгына, присоединение Якутии к русскому государству, февральская, октябрьская революция, Первая мировая война, ну и, конечно, вот это и быт ямщиков. Конечно, рассказывают о Первой мировой войне. В основном на войну брали только русских. Это, соответственно, представители и ямщиков, и народцев только вот в качестве медиков и образованных. Да, если сейчас в музее в рамках передачи рассказать все, то человек скажет: я уже это слышал, видел. И Нет, вот нет, нужно обязательно что-то. Вот каждый стенд, каждый момент, каждого вот это можем много рассказать. Прекрасно. Об да. одежде, где использовалась, в каких фильмах это можно Вот, увидеть, да? Да. Это ямщицкие станции, которые находились друг от друга 18 верст. Пойдемте в наш музей. Класс. Второй. Друзья, смотрите, как здорово. Здесь есть элементы интерактива, и причем не только интерактива, но и проводятся разные мероприятия. Можно при определенном стечении обстоятельств прийти на концерт, небольшой камерный концерт. Можно принять участие в квестах, викторинах, в играх. И это в рамках одного, по сути, ну, не гигантского, скажем так, не огромного музея. Это прекрасная возможность приехать сюда с детьми, приехать сюда с семьей, привести друзей и посмотреть, во-первых, на красавицу реку. Здесь прекрасный вид вообще отсюда. Ну и узнать многие интересные факты об истории, культуре, этнографии. Этот объект у нас называется «Эпоха Тыгына». Фильм «Тыгын» смотрели, это военные действия. Лук, батыя. И еще здесь будет композиция. Вот таких различных композиций, отражающих наш музей. Орджоникидзе 50 – это реальный его адрес, который здесь сейчас существует? Вот этот двор. Да, вот этот двор – это именно 50-й дом. Мгм. Так, давайте зайдем внутрь и посмотрим, что здесь можно. Да, в свое время видеть. дом выглядел так. Постарались его полностью сохранить. Орджоникидзе для Якутии и для всей становления советской власти, промышленности был один из знаковых личностей. Он был фельдшером, и он первый, кто провел диспансеризацию в нашем районе и республике, кто начал. Да? Проработал он 9 месяцев. Вот здесь приемная, здесь мы сделали... Ну, постарались по фотографиям, которые есть, как он принимал больных тех времен, и с рассказов Удалось восстановить, да, в принципе, весь антураж интерьера. антураж. Да, вот так вот велся прием. Прием, да. В те годы медицинские принадлежности, Здесь он принимал перьевая больных. ручка. Здесь комната, где он жил с фельдшером. Фельдшером был у него якут. Здесь, конечно, был лес, брал ружье, выходил стрелять уток или зайцев. Мы считаем, что у нас очень хороший объект. Прекрасно. Для того, чтобы рассказать, какая архитектура была в 2012 году прошлого столетия в республике Саха. Удивительный дом, удивительная обстановка, аура здесь, атмосфера. Прекрасный рассказ, прекрасная информация, которая, я думаю, будет интересна каждому.
дома-музея. Дом-музей открыли в 1964 году. И мы его нашли при реставрации, коробочку с такими значками. Вот вам тебе подарок. Прекрасная память, замечательно, вау. Класс. Ну, теперь ты будешь однозначно самый крутой. И вам. Ух ты, да вы что. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, вот и подошло к концу наше замечательное путешествие по маршруту Серебряное кольцо Якутии. Мы посетили 5 музеев, которые входят сейчас в это кольцо, и остались очень-очень-очень удивлены, обрадованы и поражены увиденным. Столько полезной информации, с множеством интересных людей познакомились, много чего узнали, услышали. И хочется позвать всех в это удивительное приключение, которое, как я уже говорил, можно выполнять в течение длительного времени. Не обязательно в том порядке, в котором мы тут были. Можно начинать с любого музея, который вам удобен, и в конечном итоге пройти их всех. А скорее всего, в будущем их будет больше. И теперь хочу обратиться к Богдану. Вот молодой человек, 13 лет, который прошел с нами все эти непростые испытания, все это увидел, услышал своими глазами. Какие твои впечатления от этого путешествия? Много впечатлений было. Там из-за дорог, из-за музеев, там, крестов, там. Много узнал всего о прошлом Якутии. Там, как добывали муку, Вот. И сам попробовал еще при этом. как там жили, какие шкуры там были, там, какие животные были, какие камни там редкие были. Вот. То есть информация во всех областях. И история, и археология, да, и какой-то быт древней Якутии. В целом понравился тебе проект такой? Да, понравилось. Если вдруг на будущий год добавится еще 1, 2, 3 музея, поедешь участвовать, открывать эти музеи, исследовать эти музеи, получать новые знания? Да. Прекрасно. И что бы ты хотел пожелать своим сверстникам, может быть, одноклассникам, детям, которым столько же лет, 13, 14, 15? Вот прям на камеру скажи, что хочешь им пожелать. Посещайте там много музеев, проводите время с семьей, там. Узнавайте больше всего о прошлом Якутии. И на этом все. Прекрасно, прекрасные пожелания. Друзья, хочу к вам обратиться действительно с продолжением пожеланий Богдана. Всегда есть место открытию, всегда есть место новой информации, новым знаниям. Это и делает нас совершенными людьми, которые впитывают это все в себя как губка. Это проект «Испытано на себе», Серебряное кольцо Якутии. Смотрите нас, участвуйте, будет интересно. Испытано на себе. Сейчас мы находимся в департаменте Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия. И это финальная часть нашей поездки, нашего квеста, нашей миссии. Сейчас нам будут вручаться торжественно значки посетителя всех этих музеев, соответственно, людям, которые прошли Серебряное кольцо Якутии. Думаю, будет интересно. И обязательно посмотрите, повторите наш маршрут, расскажете потом, как это было для вас. Интересно, сложно или, может быть, какие-то новые эмоции у вас появились. Доброе утро, вот и мы наконец-то завершили, прибыли, закончили маршрут. Здравствуйте. Ну-ка, Богдан, покажи-ка фотографию. Так, Богдан, показывай, что мы там нафотографировали, наше подтверждение. Так, вот здесь побывали. Это доказать то, что они там были, они там фотографировали. Фотофиксация. Да. Ну, поздравляю, Богдан. Да. Поздравляю, Евгений. Спасибо, мы старались. И в знак благодарности мы вам вручаем. Наконец-то Вот самый такой интересный момент, долгожданный, тот, которого мы ждали. Ух ты! Оксана Тагировна. Да, вот видишь, Это да. да. Тут у нас и трясогузки. Кстати говоря, Николай Иванович, трясогузка – это птица, наша северная якутская птица, которая в выпасе, я так понимаю, вот как-то… Да. Мгм. Да. О ней что-то говорят, да? Да. Евгений, это вам. Спасибо Какой большое. Александр? Вот это да. Так, Смотрите, друзья, мы его прошли, мы сделали. Вот такой знак может стать вашим, если вы соблюдете все условия и посетите на сегодняшний день это 5 различных музеев. Ура, ура! Круто! Мы это сделали, Богдан. Поздравляю, мы молодцы. Ну что ж, Богдан, мы это сделали. Тебе понравился значок? Да. Я думаю, будет классная память, и можно показать одноклассникам, друзьям. Это действительно знаковое событие.
Мне очень понравился сам проект. Фуф. Если нас еще позовут участвовать в чем-то подобном, поедешь со мной? Да, наверное. Наверное, отлично. Мы накопим кучу таких значков, потому что, кто знает, может быть, через год в Серебряном кольце будет больше музеев, больше интересных мест и больше впечатлений.